Это ветровая электростанция мощностью 100 МВт в районе Янги, Турфан, Уйгурская автономия, компании Хуадянь. Почти 3 миллиона лет назад здесь был бескрайний океан, а сегодня в этом мире ветров активно действует группа ловцов ветра. Они – группа бесстрашных и профессиональных исследователей. Каждое устройство ветроэнергетических установок при тщательном обслуживании работает подобно точному прибору, стабильно и эффективно. Группа перемещается между ветряными турбинами как шаттл, обследуя каждую турбину. На возвышающихся до облаков башнях ветрогенераторов каждый из них, словно ловкий и умелый Человек-паук, мастерски и быстро выполняет восхождение на турбину и проводит необходимую диагностику и работу. Так как же эта ветряная электростанция площадью 190 квадратных километров достигает столь эффективного управления и стабильной работы? Секрет скрыт в мозгу этого компьютерного центра управления. Интеллектуальная платформа новой энергии развернула наше сенсорное устройство и измерительные компоненты на всех типах оборудования. Все данные с площадки, сведения о климате и природных условиях передаются через наше оптоволокно и сеть 5G в центр управления. Центр управления, используя мощные вычислительные ресурсы, проводит анализ и выносит суждения по всем данным, реализуя круглосуточный контроль над всем процессом ветрогенерации. Эта интеллектуальная система управления дает персоналу рентгеновское зрение, способное проникать во все. Можно четко и наглядно контролировать рабочее состояние турбин в реальном времени. Так реализуется всепогодное управление всем процессом производства энергии ветра. Более того, система может осуществлять бесшовную стыковку с диспетчерским центром Энергосети, обеспечивая надежную и стабильную подачу экологически чистой энергии. К концу 2024 года выработка электростанции достигла 249,9 миллиона киловатт-часов, что может удовлетворить потребности около миллиона семей в течение 2 лет. На бескрайних просторах пустыни Гоби в уйгурской автономии, с восходом красного солнца, эта древняя и таинственная уйгурская земля Кумул встречает взоры всего мира в совершенно новом облике. Не случайно. К нему приковано внимание всего мира. Количество солнечных часов в году здесь достигает 3380. Это один из районов с самым богатым солнечным светом в стране. Это древний уйгурский город Кумул в округе Аратюрюк, на востоке Тяньшаня в уйгурской автономии, где 14 500 гигантских пятиугольных гелиостатов под единым управлением диспетчерской принимают заданное положение. Точно следуя за траекторией Солнца, каждое зеркало гелиостат отражает солнечный свет на преемник-поглотитель солнечных лучей на тепловой башне. Это уникальная конструкция, полна футуризма и научной фантастики. Кумульская солнечная тепловая электростанция на расплавах солей мощностью 50 МВт. Это одна из самых инновационных станций в мире, не имеющая равных по уровню интеллектуального управления и эффективности в суровых условиях пустыни. Как же она работает? Зеркала отражают свет на башню, нагревая расплав соли с 300 до 560 градусов. Затем соль течет в наши горячие резервуары, проходит через теплообменник с помощью насосов и поступает в систему, где энергия пара превращается в механическую работу, а затем в электрическую. Так через генератор вырабатывается ток. Для безопасности на станции установлена интеллектуальная система эксплуатации. Сотрудники управляют дронами, которые могут быстро обнаружить неисправные гелиостаты для своевременного устранения неполадок, гарантируя работу всего поля зеркал. Представьте, как станция вырабатывает энергию после захода солнца. Этот маяк в Гоби дает ответ. Технология на расплавах солей заключается в том, что днем мы нагреваем и запасаем соль, а ночью эта соль температурой 560 градусов снова нагревает воду. Пар вращает турбину генератора, вырабатывая электричество. Это позволяет нам непрерывно генерировать энергию 24 часа в сутки. Такая способность к хранению энергии делает солнечные станции ночными охотниками энергетики. К концу прошлого года станция выработала 133 миллиона киловатт-часов. Древний оазис Кумул на Великом Шелковом пути превращается в главный энергетический узел современного Китая. Такого объема электроэнергии хватит, чтобы зарядить почти 3 миллиона электромобилей с батареей 50 киловатт-часов.
Это также экономит тонны условного топлива, обеспечивая нулевые выбросы. Когда ветры пустыни Гоби пробуждают толщи песка, спящие ветряки Даванчина расправляют свои крылья лопасти, а зеркала-гелиостаты впитывают солнечные лучи, как листья густого леса, электрическая энергия от ветра и солнца зажигает огни в миллионах домов в уйгурской автономии за тысячи километров. Там, где когда-то шли караваны с шелком, сегодня пролегают современные магистрали чистой энергии. Уйгурский край вновь обретает свою ключевую роль, связывая Восток и Запад в единую энергетическую сеть нового шелкового пути. Чистая энергия уйгурской автономии по этому «зеленому коридору» вдохнет новую силу в глобальный энергетический переход и устойчивое развитие мира.